Редко бывают такие часы, когда пуля песнь не бьет, но раны за них не успеют остыть, и вечером снова в поход. А я после боя заплакал не смог, и руки тряслись прикурить. Сегодня к нам в гости приехали наши земляки, участники войны в Афганистане. Вчера их принимали в Кремле, а сегодня их принимают в московской осетинской общине. Я отец погибшего воина в Афганистане. Фамилия убийца Родион Антонович. А погиб там сын Юрий. В 1986 году, 6 сентября. Я бы, конечно, сюда... Я извиняюсь, награжден посмертно орденом Красной Звезды. Это мы знаем, что он геройски погиб. Борис Балатаев, Алагир. Все. Спасибо. Где служил? Ким Македоновичу интересно, где ты служил? 177-й Джабалю Сарач. Джабалю Сарач. Меня зовут Мухаммед, фамилия Бураев. Город Кабул. Дворец Абил. Из 1200 ребят, которые побывали в Афганистане, 56, к сожалению, не вернулось. Около 40 стали инвалидами. Это на тот момент. Сегодня где-то около 140 человек, которые были ранены, контужены, тогда были молоды, но потихоньку это же все дает о себе знать. Вы боевые, вы люди, которые исполняли свой долг, вы были теми, кто делал дело на земле, которые, как говорят у нас в спецслужбах, говорят, тот, кто ходит по земле, тот и делает дело. Если сказать, что из 290 Урус-Вали, ну это районов, это поселков, только 43 было под влиянием республиканской власти и 143 под влиянием буджахедов, вы понимаете, какая там была обстановка. И поэтому, когда речь заходит о том, что виновны люди в погонах, это не только неправда, это оскорбление, это унижение тех, кто прошел суровые годы войны, кто погиб, и светлая память стоять должна перед нами. Вот я вчера смотрела в Кремлевском дворце, красивый молодой человек, такой статный, подходит к Зифе и говорит: Зифа, обнимает ее. Она стоит вот такая, хочет вспомнить его и говорит ему: я не помню вас. А он говорит: ну вы вспомните, вы мне валерьянку давали, когда мне было плохо. Власти нам, к сожалению, не помогают. Мы в этом убедились вчера, когда мы пришли в Кремлевский дворец съезда, и мы все ждали, что кто-то из первых лиц обязательно будет и скажет нам те слова благодарности, которые мы, выполнявшие свой интернациональный долг с честью, хотели бы услышать. Дай мне, бача, свою колючую щеку. Дай я, бача, тебя покрепче обниму. Бача, бача. Написали письмо в осетинской диаспоре с просьбой об оказании нам помощи в размещении и в транспорте. 2 недели спустя получили одобрительный звонок от Тамары Васильевны Бедоевой, которая связалась с нами, заверила в том, чтобы мы ни о чем не переживали, что осетинская община окажет и приложит все усилия для того, чтобы ветераны Афганистана, Северной Осетии чувствовали себя комфортно в столице нашей Родины, в городе Москва. Мы имели возможность
воспитываться на подвиге наших отцов, которые воевали в Великую Отечественную войну. Сегодня это поколение уже уходит, их осталось считанное количество. А молодежи все-таки нужен образец, нужен подвиг, нужны люди, которые покажут им и объяснят, что такое честь, что такое достоинство, что такое мужество.